Учащиеся школы номер 3 города Карабулака, общественные и религиозные деятели. Все они собрались, чтобы сказать «нет» терроризму и экстремизму. Ученик 10 класса Анзор Мартазанов считает, что к экстремистским группировкам присоединяются в основном ребята из неблагополучных семей и закомплексованные подростки, которые стесняются общаться со своими ровесниками. Данные мероприятия дают нам стимул бороться с терроризмом и не только с терроризмом, а бороться вообще с несправедливостью в мире, потому что терроризм чаще всего начинается с каких-то мелочей и складывается то мировоззрение, которое в последующие годы может перетечь в какую-то вербовку и вступление в террористические организации. Помощник руководителя следственного отдела Беслан Матиев отметил, что лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь, зачастую обещая решение всех проблем, в том числе и материальных. В основном они зомбируют своих жертв в социальных сетях. Молодые люди даже не задумываются, что участвуя в таких формированиях, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. Есть такие моменты, когда человек не знает, то есть молодые люди, сам человек не знает того, что он публикует какую-то статью, да, или как так называемый статус, да, у себя в интернете, он уже подвергается тому, что если эти слова уже как бы считается экстремистского характера, он уже под влиянием какой-то статьи, да, и то есть уголовной наказуемой статьи, можно так сказать. Свое отношение к терроризму ребята выразили через стихи, песни и плакаты. Мы внесли очень много полезной информации о том, что нужно делать, если у нас есть подозрения на вступление или же наших близких, например, в какие-то террористические организации, какие меры наказания следуют за вступление в эти организации, а также за проведение террористических актов. Организатор круглого стола Белла Гуражева отмечает, что целью этого мероприятия – воспитать у молодежи терпимое отношение ко всем людям, вне зависимости от национальности и религии. Мы хотели сформировать у учащихся нашей школы отрицательное отношение к проявлению экстремизма, терроризма, развивать у учащихся навыки проявления силы воли в принятии собственных решений. Старейшина города Карабулак Беслан Ахмадов также объяснил ученикам, что нет такого понятия «исламский терроризм». Все религии призывают к миру и запрещают убивать людей. В завершении круглого стола была вынесена резолюция. Средней общеобразовательной школы номер 3 города Карабулак не поддаваться провокациям экстремистов, стремящихся расколоть и противопоставить различные народы и религиозные общности России. Важно проводить такие мероприятия среди молодежи, так как именно эта среда является наиболее склонной к негативному влиянию различных антисоциальных и криминальных групп. Лариса Аздоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.